немного походил. Мы очень много ездили по центрам. Это была и Одесса, и Харьков, и Львов, и Киев, где мы только не были. Но сейчас остановились только у нас, занимаемся дома, потому что Эмиль уже очень большой, физически очень тяжело его куда-то вывозить. Вот. Конечно, мы используем и бесплатные методы лечения, которые есть у нас в Крыму, такие как санатории именно, мы ездим. Но тем не менее, для того, чтобы получить результат конкретный, нужно заниматься каждый день, регулярно, не пропуская, не делая перерывов. Занятия у нас проходят всегда по-разному. Иногда он занимается с удовольствием, иногда немножко возмущается, потому что физическая нагрузка не всем нравится. Но, тем не менее, наш тренер нашел к нему свой подход, и Эмиль его очень любит. В декабре месяце у Эмиля была обнаружена эпиактивность, и для того, чтобы сохранить нервную систему и не вызвать эти судороги, чтобы предотвратить вот эти все последствия негативные, я обратилась к врачу, который находится в Москве, работает в Институте мозга уже более 40 лет. Вот, она профессионал своего дела. Я выслала наши исследования. Она сказала, что нужно сделать еще несколько видов УЗИ, сосудов, мозга и так далее. Я все выслала. Она посмотрела наши документы и сказала, что в принципе с этим вопросом можно работать, можно получать классные результаты. И прописала нам комплекс, витаминно-минеральный комплекс препаратов как аптечных, так и из серии БАДов. В течение полугода мы принимали их и получили очень хорошие результаты. Опять же таки, результаты эти видят и реабилитолог, и наш врач, который нас ведет. Стоимость этого комплекса приблизительно выходит где-то 50-60 тысяч на 2 месяца. Я очень хочу, чтобы мой ребенок начал ходить, чтобы начал жить полноценной жизнью. Моя цель научиться хорошо ходить, поэтому я много работаю.